ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 15:00, городская администрация. Заседание противопаводковой комиссии под руководством министра природоохраны Романом Полшветкиным. Чиновник приехал к нам с инспекцией еще в понедельник. Всю рабочую неделю он исследовал ухтинские водоемы и производственные объекты местных нефтяников. Из 4 проверенных компаний вопросы только к Нижнеомринской нефти. Этим займется природоохранная прокуратура. За деятельностью остальных смотрят комитеты по охране природных ресурсов. Пока нарушений нет. Что касается утечки нефти на территории нашего муниципалитета, ситуация стабилизируется, но работы еще продолжаются. Работы там продолжаются. Конкретно в Усте работает 4 единицы техники и до 10 человек. Район моста через объездную дорогу Водный Ярига. Радужной пленки не наблюдается. Есть остаточные загрязнения по берегам. Установлено 5 рядов боновых заграждений. Из них 3 ряда сорбирующие заграждения, а также ведется сбор нефтесодержащей жидкости. Причины широкой общественности до сих пор не оглашаются. Есть несколько вариантов. В одну из них, протечку старых скважин, активисты верить категорически не хотят. Признаков нефти около скважин нет. Есть признаки нахождения нефти на русле ручья Малый Войвож. То есть нефть, она находится и на траве, свисающей по берегам, и на кустах, которые находятся вдоль самого ручья. С территории, значит, вот эти следы, они ведут с территории строящегося комплекса «Лукойла». На это заявление от министра последовал неизменный ответ. Расследование еще идет. Виновные будут наказаны, но утверждать что-то пока рано. Но последствия придется ликвидировать все же именно этой организации. Это их территория. Как пройдет эта работа, Минприроды оценит осенью. А теперь комиссия отправится дальше проверять нефтяников в Усинском районе.